Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что случится со дня на день? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что случится со дня на день. И давайте посмотрим. Надеюсь, вы все уже настроились. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем услышать и узнать. Так, интересно. Вы знаете, вам со дня на день будет какой-то человечек оказывать помощь, подсказывать, помогать, наставлять. Это может быть как дружеская помощь, так и профессиональная. Возможно, придет к вам мастер по ремонту чего бы то ни было и отремонтирует вам даже не то, что сломалось, а еще какую-то вещь, да, вот как в подарок, как бонус. Либо человечек даст вам подсказку хорошую, направит вас по верному пути. В принципе, да, человек может помочь. Может быть, вы пакеты тяжелые нести с магазина будете, и добрый человек вам скажет: давайте я вам помогу. Вот идет доброта от постороннего человека, от человека, который, может быть, даже совершенно вам не знаком, либо мало знаком, либо от человека, от которого вы не ждете. Да? Вот обычно там дети вам не помогают, а тут раз заметите, что там и посуду помыли, и в комнате своей прибрались, и вот как-то, да, стараются для вас. Здесь именно благоприятное время в коммуникациях, в общении, особенно если вам действительно нужна помощь. Не стесняйтесь, не бойтесь, обращайтесь за помощью, и помощь вам будет обязательно оказана. Здесь я вижу, у кого-то дело будет. Дело очень важное, дело очень прибыльное. Дело, за которое нужно будет даже где-то, может быть, с кем-то посоревноваться. Особенно это касается людей, которые занимаются бизнесом, какими-то вопросами важными. Может быть, работа с клиентами, да, вот непосредственно вы работаете с клиентами. Какая-то большая перспектива, либо какой-то большой выгодный заказ, либо какой-то заказчик очень такой, знаете, вот платежеспособный идет. Я вижу, что вам нужно будет постараться, поработать с этим человеком, показать, насколько вы серьезно настроены, насколько вам можно довериться, какие-то, может быть, результаты свои озвучить. То есть вам нужно будет доказать человеку, что вы лучше, чем другие, лучше, чем конкуренты, либо люди, которые в вашем там секторе, в вашей профессии. Да? Докажете, что вы лучше, чем вы, вот профессиональный человека просто не найти. И если вы хотите этот выгодный заказ получить, да, заработать эту большую денежку, да, действительно нужно будет постараться. Просто так клиент на вас не клюнет. Нужно будет вот прям да, вот во всей красе себя показать и уговорить этого человека. Здесь вам вести идут хорошие, связанные с какими-то документами, получением, разрешением, оповещения какие-то благоприятного толка. То есть получаете вы как весточку о том, что вот можно, зеленый свет, пожалуйста, идите, приходите. Если вы ждали вызов на какое-то важное собеседование, на какие-то важные переговоры, вот прекрасная новость к вам придет. Причем придет как-то вот спонтанно, неожиданно, немножечко вас застанет врасплох. Поэтому, мои хорошие, всегда под рукой имейте там телефон, гаджет, где вы сможете получить. Либо, ну вот если это будет, скажем так, почтовое извещение, не забывайте проверять свой почтовый ящик. Еще я вижу, мои хорошие, здесь мужчина и женщина будут очень усердно работать в своем доме, либо на свой дом будут работать, стараться. Может быть, вам одобрят ипотеку, может быть, вы примете решение, да, взять эту самую ипотеку, и вам действительно нужно будет постараться. Может быть, насобирать там на первый взнос, может быть, какую-то характеристику подготовить, документы собрать, может быть, вы там не кредиты будете брать, может быть, вы мебель будете новую в дом покупать, может быть, ремонт
ремонт вы затеете. То есть здесь идет какое-то совместное дело, связанное оно с тем, что вы стараетесь для себя, для семьи, для друг друга. Да, вот вместе вы работаете, спина к спине. И если между вами были какие-то разногласия, либо какие-то проблемки между вами возникали, я вижу, что это дело вас очень сильно объединит и позволит вам, ну, скажем так, в каком-то моменте обнулиться и посмотреть друг на друга совершенно другими глазами. Здесь вплоть до того, что люди могут воссоединиться после длительной паузы, либо даже после развода. Люди могут соединиться. Вот одна идея, одно дело и один порыв. Вот это то, что вас будет объединять. Дальше, мои хорошие, здесь у кого-то вот родственники нуждаются в какой-то помощи, может быть даже в приюте, может быть это и не родственники, а, например, друзья, иногородние, которые приехали, которые стесняются попросить у вас приюта, но вы как благородный, честный человек, хороший и ответственный друг, вы людям не откажете. Возможно, даже вот кто-то будет у вас ночевать, может быть даже несколько дней. Будьте гостеприимным хозяином, либо гостеприимной хозяйкой. Так, еще важный момент касается работы для тех, кто работает на каком-то предприятии большом, где большой коллектив. Там, к сожалению, могут быть какие-то, ну, не совсем благоприятные условия в плане там холодно, может быть какая-то вот инфекция пойдет, либо какие-то массовые там отравления могут быть. Значит, там больше будет паники, чем самой ситуации. Не реагируйте остро, не бойтесь и не переживайте. Вас эта ситуация обойдет. Вам вообще там ничего не грозит. Что вам грозит, это ваше паническое настроение и вот ожидание, что со мной тоже что-то произойдет и случится. Вас никто не тронет. Вы хороший человек, хорошо работаете, и там, где вы находитесь, там ничего плохого не произойдет и не случится. Вот вам вообще бояться нечего, не переживайте. Еще у кого-то будет важный разговор с начальником, с руководителем, начальником, будут какие-то обсуждаться планы на будущее, какое-то планирование. Значит, мои хорошие, не стесняемся и не боимся, потому что вам будет очень важно показать себя заинтересованным лицом. То есть говорите, что я хочу эту работу, я смогу справиться, мне это по плечу, я там вырос со своей должности, дайте мне шанс, дайте мне возможность. Ну вот в таком ключе вы должны говорить. Не так, что вам начальник говорит, вот там будет вот такая-то работа, как ты думаешь, справишься? А вы стоите и говорите, ну не знаю, ну посмотрим. Вот так ни в коем случае делать нельзя. Потому что сейчас вы себе как будто бы фундамент закладываете на ваше будущее, на вашу карьеру. Будьте позговорчивее и будьте поактивнее. Вот насколько активно вы себя проявите, настолько вы себя и продвинете по карьерной лестнице. Кто у меня учится? Либо вы учитесь, либо кто-то из ваших деток. Да? Там, скорее всего, какие-то будут, ну, я не знаю, осложнения в плане, может быть, каких-то работ, дополнительно, может быть, придется брать какие-то уроки. Ну как, да, успеваемость нужно будет подтянуть. Значит, не надо жалеть время и не надо жалеть деньги. Это надо, это вы должны сделать. Особенно если это касается ваших детей, которые, например, школьники. Там ребенок отстает по математике, либо, может быть, там по иностранному языку. И вы думаете, что вот я сама буду сидеть заниматься с ребенком, либо его буду заставлять заниматься, либо там возьму пару уроков репетитора. Вот, конечно же, берите профессиональную помощь. Это нужно, это важно, и это должно быть. И то же самое по вам. Если вы понимаете, что вам нужно дополнительно с кем-то позаниматься, не ленитесь и не экономьте на себе. Лучше вложите деньги в себя, в своего ребенка. Вот это будет самое правильное. И главное, не упустите момент. И также нужно не упустить момент по поводу здоровья. У кого-то могут быть, ну скажем так, обострения хронических заболеваний, могут быть проблемы с парными органами, и могут быть проблемы, ну вот, как дыхание, горло.
вот грудь, да, вот здесь могут быть проблемы. Значит, самолечением не занимаемся, не тратим деньги попусту, потому что самолечение это же все равно затраты, да, на те же там какие-то препараты, да, там, вирусные, антипростудные. Лучше обратиться к профессиональному доктору, получить адекватную оценку своей ситуации и после этого только лишь лечиться. Потому что у кого-то прям риск, да, человек скажет, да ничего, я там пропьюсь какого-нибудь противовирусного, и ничего страшного, да, заживет, пройдет. Нет, мои хорошие, вы можете усложнить ход событий. Поэтому лучше обратиться, не полениться и обратиться к профессиональному доктору за профессиональной адекватной помощью. Это должно быть. Потому что у вас, ну, какая-то ситуация, знаете, это не для всех. Вот сразу говорю, это не для всех. Это для определенных людей идет, кто себя плохо почувствует. У вас может быть одно болевое ощущение, а на самом деле причина будет совершенно другая. Поэтому здесь обязательно нужно посещать поликлинику. И особенно будьте внимательны к детям и к пожилым людям. Потому что, ну, дети, понятно, боятся, пожилые тоже боятся, да. Не хотят создавать проблемы, им там проще отмолчаться, отсидеться, чем ну, отвлечь вас от вашей жизни, от вашей работы. Будьте внимательны, смотрите за своими близкими. В семье, в доме. Значит, смотрите, хорошие мои, мужчина может заработать много денег, либо получить какую-то определенную большую сумму. Если вы не проконтролируете его вот это получение денег, причем контроль должен быть достаточно жесткий, мужчина может совершить какую-то спонтанную глупую ошибку. То есть спустить эти деньги буквально в один момент на то, что вам совершенно не нужно, и ну, чтобы потом неприятностей не было, да? То есть не подумавши. Может быть, у него будут порывы позитивные, но он не знает, да, что нужно на самом деле покупать. Либо он не понимает, что эта вещь, она не кстати, она сейчас не нужна. И что лучше деньги пустить на что-то более полезное. Если вы знаете, что у него будет там какой-то куш, либо ну, зарплата, когда может быть премия, вот прям чуть ли не с ним идите, да, получаете эти деньги и в семейный их бюджет. Ему деньги на руки не давать, потому что мало того, что потратить, потом еще вы сможете с ним, ну, как крупно поссориться, да, из-за этой ситуации. Так, для тех, кто у меня общается, встречается, но здесь мужчина будет делать какие-то серьезные шаги, серьезные заходы. Здесь какой-то очень серьезный разговор он готовит. У кого-то может отыграться как предложение. Но предложение, знаете, такое, ну, совместно как-то куда-то съездить, поехать, может быть, даже съехаться, жить вместе. Но разговор будет с таким, знаете, с намеком на будущее. То есть мужчина будет, скажем так, прощупывать почву, насколько вы его видите серьезно, насколько вы готовы серьезно и круто поменять свою жизнь, какие у вас вообще планы на будущее, как вы относитесь к семье, как вы видите свою роль в семье, да, то есть прям чуть ли не экзамен вам устроит. Значит, девочки, ну, кому-то будет смешно, кому-то будет странно. Реагируйте с пониманием, потому что человеку и так нелегко. Представляете, мужчины, они вообще боятся таких шагов, а ваш наконец-таки решился. Не вспугните, не дай бог, не вспугните его, а то он вообще опять испугается, закроется, и следующего разговора придется очень долго ждать. Подыграйте своему любимому человеку и постарайтесь быть, ну, по максимуму открытым и добродушным человеком. Так, еще... Дороги у вас открыты, но я не вижу, что вы прям очень много где-то там ходили, путешествовали. Поездок я тоже у вас каких-то особых глобальных не вижу. Может быть, у единиц отыграются поездки по необходимости. Да? Необходимо поехать по делам работы, либо необходимо там к родственникам поехать, либо куда-то в какой-то магазин необходимо поехать. Только в таком ключе. Кстати, по поводу дорог, в принципе, дороги вам открыты, но могут быть непредвиденные ситуации, потеря времени в дороге. То есть это пробки, это какая-то поломка транспорта. Вот здесь нужно быть, ну, как, готовым, конечно, к этому невозможно быть, но с запасом тратить свое время. Либо, если вы попали уже в пробку, ну, как-то немножечко себя чем-то развлечь, отвлечь,
занять, да, чтобы вы там не нервничали, особо не переживали. В принципе, дни у вас неплохие идут. Позволяйте, чтобы вам помогали. Позволяйте. Вы же тоже помогаете людям. Позвольте и другому человеку помочь себе. Вам эта помощь, она вообще идет во благо. Во благо. Очень много вам пользы и радости принесет помощь. Принимайте эту помощь. И не забывайте благодарить. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.